Произведения якутских композиторов. Я думаю, петербургский зритель открыт ко всему новому. Золотой фонд мировой классики. Это великолепно. Вот я хочу сказать, что это праздник души сегодня. Концерт в Петербурге, посвященный столетию якутской автономии и 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Такие мелодии, как будто я на Сахи побывала. В исполнении выпускников Высшей школы музыки Якутии. Тем более сразу вот в малом зале филармонии это очень престижно. В этом зале наверняка якутская музыка прозвучала в первый раз. Итак, открывает концерт диптих «Таюк и Дагерен» Кирилла Герасимова. Исполняют Екатерина Рахимова — скрипка и Константин Маслюк — фортепиано. «Таюк и Дагерен» – одно из первых сочинений известного якутского композитора Кирилла Герасимова. В нем фольклор и классическая музыка звучат воедино. Вот скрипка, напевая национальный таюк, устремляет слушателей в предание старины. А вот звонкое фортепиано в ритме якутского дагерен проносит в глубину веков. Произведению 32, и чем дальше уходят годы, тем сильнее в нем отзывается тема любви к родине. Композиция открыла концерт в Петербурге под бурные аплодисменты слушателей. Ну, идея пришла еще год назад, как только мы узнали о том, что будет столетие республики, да, будут большие культурные мероприятия. И наш первый президент Николаев Михаил Ефимович, и он нам подсказал идею, что вам, музыкантам, выпускникам Высшей школы музыки, было бы хорошо подключиться. Да? И вот мы с ребятами, естественно, сразу же быстренько все собрали команду. Ой, это место, это мечта каждого музыканта российского и не только. Это уникальнейший зал, это зал исторически уникальный, он и акустически уникальный. И в XIX и XX веках здесь звучали впервые премьерные, да, концерты таких великих композиторов, как Гайден, Бетховен, Шостакович и многих других наших русских, советских композиторов. В этом зале вот наверняка якутская музыка прозвучала в первый раз. Ксенофонтов, Герасимов, Григорян – композиторы, не требующие представления, известные каждому ценителю якутской музыки. Первое отделение артисты посвятили Якутии. Наряду с произведениями именитых мастеров вечер украсили и сочинения молодого якутского автора Никифора Яковлева. Одно из них «Гром» будоражит не меньше, чем настоящий. Я учусь в Московской государственной консерватории в композиторском факультете на 3-м курсе. И я долго-долго не мог определиться с названием, и вдруг меня как-то осенило то, что это «Гром». Причем я тут обыгрываю якутское такое выражение «этень-этер». Если перевести дословно, это «гром говорит». И у меня в произведении этот гром плавно переходит в речь, речитатив. И мне было интересно это взаимодействие, кому он говорит. У нас, как известно, есть разделение на миры. Среднему миру, что он пытается сказать, какой посыл.
Первое отделение, так это вообще просто, это вот такая, знаете, картина Якутии, только воплощенная в музыке. Конечно, первое отделение было интересней, но оно сложнее слушалось, конечно. Потрясающий пианист, там, композитор. Ну, вообще все ребята молодцы. И я вообще восхищена артистами нашими, очень красивые, молодые, прекрасно играют, вообще выше всяких похвал, я считаю. Искусно сыграть Глиера, удивить слушателей наваждением Прокофьева или переиграть самого Шостаковича. Второе отделение концерта «Бессменная классика» посвящена русским композиторам. «390 лет, как Якутия и Россия вместе, поэтому якутская музыка и русская музыка. Столетие, конечно же, это итог, серьезный результат вот столетнего развития, да, музыкального искусства. И вот сейчас это мы показываем. Это еще и про патриотизм в том смысле слова, что как любовь к родине, любовь к своим истокам, любовь к своей национальной идентификации. И тут я не только говорю про Якутию, да, что вот мы, Саха. Нет, я говорю вообще в целом и про Россию, как нашу большую, огромную страну. И у нас, у россиян, великая культура, не только музыкальная. Среди артистов студенты консерваторий Москвы и Петербурга, преподаватели, звезды филармоний, музыканты ведущих театров страны Михайловского и Мариинского. Все выпускники Высшей школы музыки республики. И для каждого из них Якутия и школа откликается в сердце любовью и теплом. Долго мы все это вынашивали, как будет там. С работы тоже надо было все скомпоновать, потому что я работаю вот в Мариинском театре. Вот, это у нас не просто вырваться, но Якутию родную нужно поддержать, поэтому меня там тоже с радостью отпустили. Я играю с 6 лет, но в саму высшую школу музыки я переехала в 7 лет. А так я родилась в Тиксе и в музыкальной школе там начала год учиться. Вот. Потом переехала и в 7 лет стартовала в высшей школе музыки. До конца я доучилась до 11 класса и там же поступила в вуз. Тоже вуз закончила в 2018 году и решила попробоваться в Мариинский театр. Сыграла конкурс и вот меня взяли. Можно сказать, уже коллегами. Мы встретились на гораздо таком профессиональном уровне. Но зато такое тепло с детства все равно осталось. Многие ребята были на тот момент, когда я училась старшеклассниками, и я на них смотрела, вот равнялась, и они прям давали концерт очень много. Тогда я думала, вот какие они ответственные. Сейчас на одной сцене со многими выступаю. А некоторые, наоборот, маленькие были. Вот арфистка Кристина, она была маленькая, я помню. Вот. А сейчас уже такая девушка. Я играю на арфе с 6 лет. Поступила в школу тоже в 6 лет. Просто в школе я была еще маленькой, прям младшие классы. Я помню, я видела ее, как она играет на концертах. И я, правда, восхищалась. Это очень классно. Наверное, тогда была в старших классах, потом уже выпустилась, а я в это время продолжала учиться. Я в прошлом году поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Сейчас я на 2-м курсе. Я арфистка, занимаюсь уже, получается, 12-й год на этом инструменте. Для меня этот концерт — это как объединение через очень долгое время, потому что я с ребятами давно не виделась. Хоть мы и разного года выпуска, но все равно, не знаю, все равно близкие люди.
История Якутии тесно переплетена с судьбой всей страны. Народы республики прошли большой путь вместе с народами России. Неразрывная связь 4 веков. 100 лет автономии Якутии – большие даты. И сегодня великое достояние – музыку. Живое наследие предков услышали в Петербурге. Очень приятная атмосфера, было очень классно играть. Остался приятный осадок, зал такой замечательный. Ты просто чувствуешь благодарность публике. И еще больше ты радуешься тому, что ты смог донести смысл произведения до публики. Я люблю Якутию, всегда интересуюсь культурой, бытом Якутии и всегда восхищаюсь вашим народом. Ну, конечно, это песня шамана, это национальная, молодцы, хорошо исполняли, мне понравилось. Музыканты на высоком уровне были, исполнены все произведения. Да, в этом году просто, как говорится, у нас звездопад. Этот год столетия Якутской ССР у нас очень много было концертов, много праздников таких. Мы живем здесь лет 47, 45, кто когда, и редко выезжают в Якутск. И, конечно, то, что мы видели, упущенное нами, мы восполняем с радостью. И всегда стараемся поддержать и приходить, конечно, наполниться тем, что нам дает Родина. Это действительно праздник, потому что такое вообще случается редко. И, это можно сказать, что это совершенно такое событие, да, необычное. Я хочу поблагодарить организаторов. Это вообще здорово, что вот приехали, выступили здесь. И тут я очень много земляков увидела. Ага, и это тоже как-то очень так вдохновляет. Спасибо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург.